Абзира шимас хатырскуа телехопшташара шахопшута дыратара апсуатша зхо. Аши акваци изгуло ачахаршква, иуепшым ачаджква, иара убасгьы аквацлыхқәа. Абарҭ зегьы ҟалҵоит аҵара дырра ааныжьны зхатәыс иалагаз аԥҳәыс. Иахьатәи ҳҭыжьымҭаҿы ҳара ишәзеиҭаҳҳәоит лара лҭоурых. Жәашықәса инеиԥынкылан Гаиана Чимагәыԥҳа ашколаҿ англызбызшәа ахәыҷқәа идларҵон, аха гәынхәҵысҭала лара илтәымызшәа лбон, еснагь илҭахын лхатәы ус далагарц. Аҳәсақәа зегь реиԥш хымԥада лара афатә ҟаҵашьа лдыруан, аха ачыс ҟаҵаны исҭип ҳәа дымхәыцӡацызт. Лҩызцәеи лабжьыргеит уи аҩыза. Дагьақәшаҳаҭхеит. Аԥхьа амаҷала далагеит. Лыуацәа лгәылацәа рзын аҩны иҟалҵон. Ус хәыҷы-хәыҷла лшьапы дықәгылеит. Аҵара дырра ахырхарҭа ааныжьны аалыҵаҭыжьра далагеит. Абар шьҭа фышықәса ҵуеит аусҭкылаҩ Чамагәуа ҳәа лыхьӡ рҳәоижьҭеи. Я вам скажу, что получается очень хорошо, что мы востребованы. Я начала сперва с вареников с сыром, а потом потихоньку перешли на вареники с картошкой, потом мы перешли на вареники и на пельмени, вареники с творогом мы делаем. Бывают у нас заказные, конечно, вареники есть заказные, есть такие, но я вам скажу, что любой вареник, который наш возьмешь, он просто шикарного качества. Мы делаем из очень хорошего сыра. Это дело надо любить, реально. Вот оно мне нравится, и я понимаю, я ловлю себя на том, что я прихожу сюда просто как на праздник. Люди говорят, вот работа, люди убегают от работы. Я от нее не убегаю, она мне нравится. Я работаю от души, и, видимо, оно мне тоже подходит. Аҳаблаҿы цқьырала хыбра ганы аусура далагеит. Аусуҩцәа лыдылкылеит, иахьамҽхак ҭбаала аалыцҭлыжьуеит. Лажәақәа рыла хымԥада дшәон лхатәы салагара, аха адгылара лырҭеит лҭаацәа, лыҷкәынцәа. Раԥхьаӡа хкы заҵәык акәын иҭлыжьуаз, иахьа жәахахк рҿынӡа днаӡеит. Есааирагьы лаалыҵ аиԥшымзаара дацклаԥшуеит. Убри аан лнапкымҭа маӡаҳәак агьаҵаӡам. Иаабац иҳаҳац амарҭхәқәа роуп схы иасырхәо ҳәа азгәалҭоит лара. Я вообще занимаюсь полуфабрикатами уже 12 лет. И как бы последние 6 лет здесь нахожусь, я ловлю себя на том, что мы все делаем одинаково. Это вообще не тайна. Это соль, вода и мука. Обыкновенно соль, вода и мука. Просто отношение, видимо, к нему приводит к тому, что вот у нас такой результат. Это обыкновенный рецепт. Замешиваем обыкновенное тесто с солью и водой, даже не добавляя ни единого яйца. Вот такой рецепт у нас теста. И тесто идет, что самое интересное, это тесто у нас идет универсально, оно идет и на вареники с картошкой, и с творогом, и на хинкали, и на пельмени. Все одинаковое тесто. Только единственное, что консистенция. Где-то плотнее, где-то у нас она помягче. Вот и все. 13 наименований, да. Мы производим, значит, вареники с сыром, вареники с сациброй крупной мы делаем. Вот вареники с сыром наши. Хинкали мы производим, тефтели, вареники с картошкой. Делаем котлеты, делаем голубцы, делаем блины с мясом, с сыром, с творогом. Вареники с творогом – это уже когда приезжают русские туристы, они очень любят творог, и мы делаем творог. Как бы наш сыр они не знают, пока не попробуют. Конечно, и потом он уже тоже становится востребованным, любят они, им нравится наш сыр. Так что вот мы делаем 13 видов наименований на сегодняшний момент. Гаиана Чимагәыԥҳа ишазгәалҭо ала зхатәы ус иалаго раԥхьаӡа иргыланы дызлаго ахырхарҭа бзианы иҭиҵаароуп. Хымԥада ари аус аҿы ихадоуп аԥышәа, аха уи иаразнак изыҟалаӡом. Убри аҟнытә раԥхьа иаҭахуп аинформациа аизгара, аҭҵаара амҩаԥгара, насгьы аус ламысла азнеира. Во-первых, то, что ты начинаешь, ты должен в этом разбираться. Вот я понимаю, что очень много сегодня открылось точек полуфабрикатов. Мне иной раз кажется, что люди вообще не понимают, что они делают. Вы знаете, когда человек подходит и вот покупает, вот бывает в магазинах, да, вот лежат полуфабрикаты, я сперва смотрю на внешний вид. Боже, внешний вид, он играет, я не знаю, колоссальную роль играет внешний вид. Если оно уже красиво, дальше я думаю, что оно будет очень вкусно. А есть, которые открылись, и они делают, просто штампуют, просто идет штамповка. Я не скажу, что это качественный товар. Я вообще хотела бы пожелать всем, чтобы когда вы открываете вот, как полуфабрикаты, да, вот производство полуфабрикатов, смотрите на качество своего продукта. Вы пишете свое имя, свою фамилию. Вы сами себя не позорьте, чтобы это было красиво и вкусно. И тогда, я говорю, вы будете востребованы. Труда никакого нету. Вы знаете, нет. Вот я здесь открылась, вот 6 лет я уже здесь работаю, я поняла, что вокруг меня открылось уже 6 таких точек. Кто-то делает дома, кто-то делает в гараже, кто-то занял помещение. Вот за 6 лет моей работы я знаю, что здесь 6 точек открылось. И всем просто желаю удачи, но самое главное, чтобы это было вкусно и качественно, и чисто.
То есть всё. конкуренции вы не боитесь? Я лично абсолютно не боюсь никакой конкуренции. Я вам говорю, я 12 лет делаю полуфабрикаты, я не боюсь конкуренции. Потому что если ты делаешь из хорошего продукта, то у тебя всегда будет удача. Я знаю это точно. Я ничего, вот реально конкуренции не боюсь. Иаҳҳәар ҳалшоит араҟа иҭрыжьуа аалыҵ маҷк ахәцәгьоуп ҳәа, аха аԥшәма лажәақәа рыла урҭ рыҟаҵара анамарҭәқәа дреигӡаӡом. Ашә акәзар зегьы иреиӷьу алылхуеит, акәац акәзаргьы убас. Илҭахӡам лнапкымҭа бжьылхырц, илыԥхьаӡоит ахаҭа бзиара зегь раԥхьаӡа игылазароуп ҳәа. Аахәаҩгьы аалыҵ бзиа ибар, ахаангьы аԥара деигӡаӡом ҳәа агәра ганы дыҟоуп аусҭкылаҩ. Но руководствуюсь тем товаром, который я беру, потому что сыр на рынке у нас сегодня очень дорогой. Мы используем первый сыр, и мы покупаем очень дорогое мясо. Наше мясо стоит 450-460 рублей. Это мякоть, это самое лучшее отборное мясо у нас. Поэтому как бы мы сделали расчет, так чтобы нам хватало и на зарплату, и на аренду, как говорится. Да. Если в процентном соотношении смотреть, то у нас прибыль составляет 60% всего. Но туда уже должна входить и наша заработная плата, и как бы наша аренда. И на сегодняшний момент, может быть, нам остается чистыми 30%. То есть все. Первое время я слышала, как бы, говорили люди, что дорого, но после первого и второго раза, когда они попробуют, они понимают, чем выброшены на ветер деньги, лучше, конечно, купить качественный товар. И без боязни ты принесешь этот товар, ты знаешь, что твои дети покушают. Это чисто натуральный продукт. Это настоящее мясо самого лучшего качества и шикарный наш домашний сыр, наш абхазский первый сыр. Все, не без никаких. Это в Ачадарах у меня есть сырница моя, вот я 6 лет с ней работаю, Агухава Ляля. У нее шикарный сыр. Просто мы даже, когда его начинаем мять, из него выходит масло. Вот такой шикарный сыр. Так что у нас люди знают. Вы понимаете, как ходить где-то на рынке, покупать сыр, может встретиться хороший, может нет, но это все это время. Столько времени мы не имеем, как бы мы пытаемся работать уже с одними поставщиками. Задают вопросы, понятно, да. Конечно. Если я сейчас скажу, что у меня нету перчаток, это я вас обману. Они у меня есть перчатки, но в перчатках невозможно работать. Ты не ощущаешь свой продукт. Ты не можешь слепить то, что тебе нужно. И в перчатках, как бы с санэпидстанцией мы согласовывали, мы говорили, вот лично наш продукт, он проходит термическую обработку, как бы поэтому мы можем работать без перчаток. Это уже как бы мы спрашивали, нам самим это было интересно, этот момент, потому что приходят и интересуются, и как бы этот момент спрашивают. Мы проходим термическую обработку, так что мы можем работать без перчаток, это я знаю точно. Каролина Кокоба бҳашықәсык иназынаԥшуеит ара усура далагеижьҭеи лара ааигәа дынхоит даара илзыманшәалоуп ахәыҷқәа ашкол ахь инаганы аусура аара. Излалҳәо ала иаразнак аусура дрыдрымкылаӡеит, агәаҭарақәа дырхысит. Сначала так училась, потихонечку смотрела. Потом уже как-то вот научилась. Наша хозяйка, она требовательная, да. Сразу не подпустит к продукции, вот налепи. Нет, да? Нет, без проверки. То есть вы сдавали экзамен, все очень серьезно практически? Вот, допустим, вареники, это, может быть, кажется, что это так легко и просто. Но я, допустим, год назад, это было в ноябре, когда я стала работать, и в июле месяце я научилась их лепить уже так, как надо. То есть здесь реально просто это так кажется. Что просто. Да, вот женщина пришла, увидела, ой, я могу, говорит. Там не то, что могу, она не смогла собрать сыр с тестом. А зарплата, все вас устраивает? Да. Вы довольны? Да, конечно. Иахьазы араҟа ус руеит хәҩык ауааԥсыра, амажәа ус адызуло инеимда-ааимдо русқәа нарыгӡоит. Ироуа ауалафахәгьы маҷыршьаӡом. Аӡын аусутә усҟак иҟам, аԥхын еиҳа ирацәоуп. Убри аҟнытә усҟан иҵегьы ауаа рыдыркылоит. Аԥхьаҟа ргәы иҭоуп аҽеиҵыхра, амаругақәа раахәара, аалыҵ амҽхак арҭбаара. Нашему продукту найти себе дорогу очень сложно. Потому что когда мы начинаем разговаривать как бы с хозяевами магазина, они думают так, у вас цена такая высокая, но цена высокая, потому что качество хорошее, качество, реально хорошее качество. Каждый покупатель, кто может у меня купить, я большое спасибо хочу сказать, во-первых, покупателям своим, потому что они оценили наш продукт. И я очень долго искала дорогу. Сказать, что я сразу такое количество магазинов взяла, нет, это будет неправда.
После того, как попробовали 1, 2, 3 раза, люди с города мне звонят, они не могут оттуда приезжать, как бы, они говорят, в каких магазинах вы находитесь. И уже непосредственно приходят туда и там покупают в этих магазинах. А так на новом районе у меня, конечно, проблем нету, как бы здесь 5 магазинов, которые я обслуживаю, и прекрасно. Я первое время, когда вот я задумывалась дома, вот я сидела, там искала в интернете, думала оборудование какое-то приобрести. Я вам хочу сказать, что оборудование все-таки качество теста желает лучшего тогда, потому что тесто грубое очень должно быть. А грубое тесто при варке, оно не даст тот эффект домашнего. А мы делаем это руками, оно очень мягкое, оно очень нежное тесто, бархатное тесто. Тот эффект, который дают руки, не дадут, никакой станок тебе этим не поможет, абсолютно. Так что поэтому мы пока держимся вот так, мы делаем ручную лепку, все вручную. араҟа иҭрыжьуаалыҵ ахәаҩцәа ирбарц рылшоит аҳҭнықалақь адәқьанқәа жәпак рҿы. Иара аҳабла ҿыц мацара хәытәқьанк рҿы ирҭиуеит. Аҭыҩцәа изларҳәо ала ахәаҩцәа иргәаԥхоит, еснагь иазҵаауеит, иахәангьы иргоит. Очень хорошо покупают Чимагос у нас. Продукция Чимаго, потому что качественно. Даже отдыхающие летом удивились, говорит, столько мяса в тех пельменях. Ну, вот так. Все довольны. С города еду, спасибо, передайте, говорят. А что больше покупают? Все почистую, все нравится. Чамаго, шикарная продукция Чамаго. С натуральных продуктов. Я сама лично была у нее в цеху и видела, из каких она продуктов делает эти пельмени. Просто чистота идеальная, продукты все качественные, люди просто... Она не успевает нам их даже поставлять в достатке. Иахьа иаҳҳәарц ҳалшоит Гаиана Чимагәы аԥҳа дызҿу аус лықәманшәалахоит ҳәа илгәарԥханы даҿуп, аԥара рацәа арҳара раԥхьа имыргылакәан аус бзиа аиҿкаара дашьҭоуп. Ауааԥсыра аусурҭа ҭыԥла реиқәыршәара даҿуп, лыхгьы дацхраауеит, ауаагьы дрыцхраауеит. В планах я собираюсь, естественно, собираемся расширяться, будем покупать. Сейчас тестомес у нас просто испорченный, как бы, да. Мы собираемся приобретать большой тестомес, приобретать еще столы, брать людей. Ко мне уже люди подходят, спрашивают. Я говорю, естественно, мы будем брать, и тем более на лето. Мне на лето очень много людей нужно будет. Как бы рабочие места появляются. Но я хочу, чтобы это не носило не сезонный характер, а чтобы мы в дальнейшем уже могли большое количество магазинов взять и как бы работать, и чтобы людей было побольше. Естественно, и рабочие места, люди нуждаются в работе сегодня. Просят, спрашивают. Но сказать, что я сегодня могу каждого обучить, уже человек какой-то хоть хотя бы дома лепил бы. А у нас очень многие приходят, они даже не знают, как это делается. Смешно, казалось бы, но факт. Вы свою продукцию узнаете везде? Я всегда везде узнаю свою продукцию, потому что мы имеем свой собственный почерк. Да, этот почерк, я не знаю, многие пытаются его поделать, но не получается у них, а мы знаем. Я каждый свой вареник знаю. Да. Мы каждый свой вареник знаем, он у нас вот такой. А по мне так все так лепят? Нет, нет. Вот, посмотрите, сзади у нас складка такая идет. Нет, нет. Кто Сейчас... вас этому обучил? Вы знаете, что это вот за 6 лет работы это у меня руки сами начали так делать. Я поняла, что меня никто этому не учил. Вот она. Вот она наша лепка. Вот ее, я думаю, что я узнаю. Я каждый свой вареник я точно узнаю. Я знаю свой почерк, я знаю свой почерк своих работников. Я даже знаю, когда вот я беру вареник, это я его сделала или сделала моя Каролина.
Вы знаете, у меня было ощущение, что у меня оно получится. Вот я знала, что оно у меня получится. Потому что настолько любить его, это... Вот если люди говорят, да, вот они приходят с неохотой на работу, у меня этого нету. Я реально люблю свою работу. Вот, казалось бы, это очень тяжелый труд, это вот это тесто, с ним заниматься, его замораживать, вытаскивать, упаковывать. Это адский труд. Но я его люблю, когда я вижу результат своего труда, он просто приносит, я не знаю, большое удовольствие. Сложно найти работников. Вот реально найти хороших работников очень сложно. Потому что вы знаете, что заработная плата может быть не такая высокая, но труд-то тяжелый труд. Но тот, кто хочет работать, он придет, а кому не хочется, я не могу его с лавочки поднять и привезти. Самый любимый – это вареник с сыром. Да. Вот вареник с сыром. Самый первый, с которого я начинала свою работу, это были вареники с сыром. Вот это мой самый любимый продукт. Если честно, это все мои детки, я люблю их всех, но самый востребованный – это, конечно, вареники с сыром, потому что там идет домашний сыр. Сыр шикарный, конечно, очень вкусный. Иазгәаҭатәуп абжьгаҩцәас илымоу лыҷкәынцәа ҩыџьа шракәу. Зҭыжьра лҭаху аалыҵқәа аныҟалҵалак, дара агьама длырбоит. Анаҩсан иагу иабзоу ларҳәоит. Гаиана акыр шықәса ҵуеит лхатәы ус даҿуижьҭеи, иақәнаго ақьаадқәа зегьы еиқәыршәаны илымоуп, иахәҭоу ашәахтәқәагьы аҳәынҭқарра иалалгалоит. В будущем мы, наверное, будем уже в своем помещении, я думаю так. Мы будем в своем помещении. Да, это аренда. Конечно, вот первая мечта – это уже иметь свое помещение, как бы его благоустроить так, как тебе нужно, независимо от того, что тебе скажет тот арендатель, у кого ты находишься. Как бы вот хочется свое. Пусть это не будет в центре города, боже мой, мы найдем себя. Так что вот мечта – это пока вот иметь свое помещение и уже оборудовать его так, чтобы работникам было легко работать. Не вручную замешивать тесто, а купить тестомес хороший, качественный, чтобы они могли работать, девчонки, да. Тоже устают, это очень тяжелый труд. Ну, скажите, вот вареники, те, которые в Абхазии Да. здесь вы лепите, и те, которые, допустим, украинские вареники, Да. они отличаются друг от друга? Вы Ну, пробовали? конечно, наш первый сыр – это наш абхазский сыр. Его на Украине просто нету. На Украине, если делают, то делают творог. Они делают или сладкий, или соленый творог. У них нашего сыра нету. Наш сыр они не знают. Поэтому, вы знаете, наши вот покупатели, они настолько уже тонко ощущают вот эти вкусовые качества, что они… Ой, Гаечка, там чуть-чуть не хватало, там вот был пепсин, там вот соли чуть-чуть было. Я имею таких строгих покупателей, что вот они меня все время держат в тонусе. Вот я вот то, что делаю, я все время сама несколько раз пробую, проверяю. Вот если мы сегодня, предположим, начали делать вот вареники, да, мы парочку штук обязательно закидываем и сами пробуем. Есть какие-нибудь такие народные там вкус какой-то есть, народный или нет. Аӡәгьы изимаӡаӡам аалыҵ дзыжьуа еснагь аахәаҩ ихыхра дшашьҭоу, уи шыҟаҵатәоз аҳаамҭазтәи амаркетинг ахатәҟарақәа шьақәнаргылахьеит. Аахәаҩ еснагь дзышьҭоу агьама ауп. Ихаахома нас Урыстәылатәи азауад дуқәа иҭрыжьуа, нас ҳтәылахь иааганы ирҭиуа, азҵаара мариам. Еилкаауп акы, аҭыԥан иҭрыжьуа еиҳа агәра угартә иҟоуп, избанзар амҽхакқәа хәыҷуп, насгьы аҩны ишыҟарҵаҵәҟьоу еиԥш иҭрыжьуеит. Убри азоуп аҭыԥантәи алыҵқәа ргьама еиҳа изыхау. Уи ус шакәу агәаҭарагь мариоуп.